Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Камшик-Шара. Сегодня в программе «Спасибо, Сирия». Независимость Абхазии признала 7-я страна-член ООН. Будут еще признания, как в Абхазии встретили весть о признании независимости страны. Сквозь время выставка кабардинских художников в Сухуме. Сегодня, 29 мая, Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает общее стремление развивать отношения во всех областях. В ходе рабочей поездки в Москву в посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации президент Абхазии Рауль Хаджимба сделал обращение в связи с взаимным признанием и установлением дипломатических отношений между Абхазией и Сирией. 29 мая 2018 года Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях. Этому событию предшествовала большая работа Министерства иностранных дел Республики Абхазия, посольства Абхазии в Москве, других ведомств Республики Абхазия. Состоялись взаимные поездки абхазских и сирийских официальных лиц. Были установлены тесные контакты. Накануне 28 мая сего года состоялась трехсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в Российской Федерации, в ходе которой послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами. Мы высоко ценим этот шаг руководства Сирийской Арабской Республики и уверены, что наши отношения будут развиваться в духе взаимного уважения и сотрудничества. Убежден, что в ближайшее время на сирийской земле наступит спокойствие, и ее народ приступит к мирной жизни. Сегодня на расширенном собрании в Кабинете министров Абхазии были представлены текст совместного коммюнике между правительствами Сирийской Арабской Республики и Республики Абхазия. Репортаж Ирины Аршба. Для многих из собравшихся в зале повод проводимого расширенного заседания стал приятным сюрпризом. Уже через несколько минут звучит государственный гимн, а затем президент Рауль Хаджимба объявляет о значимом для Республики Абхазия событии. Обращение записано в посольстве Абхазии в России. Вице-президент Виталий Габния признался, что руководство страны знало немного раньше о том, что Сирийская Арабская Республика признала Республику Абхазия и Республику Южная Осетия. В преддверии 25-летия нашей победы, десятилетия признания со стороны Российской Федерации. Знаковое для нас событие, с чем и поздравляю весь многонациональный народ Абсны. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове ознакомил с текстом коммюнике, принятым между Сирийской Арабской Республикой и Республикой Абхазия. В тексте коммюнике, в частности, говорится: Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявляют о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами на уровне посольств, что отражает их общее стремление развивать отношения во всех областях. Таким образом, между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой сегодня, 29 мая 2018 года, официально установлены дипломатические отношения, которые будут развиваться и наполняться конкретным содержанием. От лица президента России Владимира Путина, от Министерства иностранных дел Российской Федерации и посольства со знаменательным событием руководство Абхазии и весь народ нашей страны поздравил чрезвычайный и полномочный посол Алексей Двинянин. Сделан крайне важный шаг на пути дальнейшего развития отношений с иностранными государствами по всему миру. Однако в данном случае считаю крайне важным, что признание Республики Абхазия со стороны Сирийской Арабской Республики позволит усилить отношения со всеми государствами
Ближнего Востока, где, как известно, и я уже имел честь познакомиться с материалами по данному вопросу, проживает существенная часть абхазо-абазинского народа. Я хотел бы пожелать от лица Российской Федерации дальнейших успехов Республике Абхазия, Министерству иностранных дел Республики Абхазия, лично министру Дауру Вадимовичу Кове дальнейших успехов на этом важнейшем международном для вашей республики направлении. И со своей стороны обещаю, что Российская Федерация, Министерство иностранных дел и посольство Российской Федерации в Республике Абхазия будут и дальше прилагать максимум усилий для оказания экспертного, политического и международного содействия Республике Абхазия. Аман Шаалара. Таким образом, 29 мая 2018 года вошло в историю Абхазии как день признания независимости нашей страны еще одним государством – Сирийской Арабской Республикой. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. После расширенного заседания депутаты парламента и общественные деятели поделились с нами своим мнением о значимости признания независимости Абхазии Сирийской Арабской Республикой. Я поздравляю народ Абхазии с очередным признанием. Это не последнее признание, надеюсь. У нас впереди много дел. Еще раз всех с праздником. Это большое событие для нашего государства. Сирия – это большая, огромная страна. Несмотря на то, что там сейчас ситуация такая тяжелая в плане, знаете, борьба с терроризмом, война практически. Но думаю, что это большое очень достижение. И благодаря нашему стратегическому партнеру Российской Федерации было это признание. Мы им благодарны за это. Я надеюсь, что и у нас, и у наших друзей появится возможность дальше продвигать наше признание. Думаю, что придет и тот час, когда и Грузия признает нас. Думаю, что это очень важный момент будет. И все остальное мировое сообщество. Признание – это прекрасно, это хорошо, но сперва люди, которые здесь живут, наши граждане, должны чувствовать себя комфортно, хорошо. И все, кто нас признал, тоже должны гордиться тем, что они это сделали. И в итоге они считают, что это очень правильно, потому что страна стала процветающей, страна, с которой все хотят дружить и так далее. Это все зависит от нас. Аяша зухана шарцораду ялцна юго сирия пи хинткара асхарцит абсна хинткара язайбу букала яхзнит уйдар ахтасуду абсна жларзухан Сирия ишудруе пша хара абсва халтиштрука рацунин ход урт иқарца залагала гиду. Сегодняшнее признание Абхазии и Сирии – результат кропотливого труда всей абхазской дипломатии в течение последних нескольких лет. Контакты с Сирией налаживались на любом доступном уровне. Одним из результатов этого стало приглашение Абхазии на Дамасскую международную ярмарку в августе прошлого года. Делегация Республики Абхазия приняла участие в церемонии официального открытия Дамасской международной ярмарки. В ярмарке приняли участие представители 43 стран мира. В абхазском павильоне были представлены материалы, рассказывающие о традициях и культуре абхазского народа, сельскохозяйственной и туристической отраслях, а также об инвестиционном потенциале нашей страны. Изделия отечественных производителей вызвали огромный интерес у посетителей, особенно винная продукция. Огромным спросом пользовались и специально разработанные в выставке буклеты торгово-промышленной палаты Абхазии на арабском языке. 18 августа в Министерстве иностранных дел Сирийской Арабской Республики прошла встреча министра иностранных дел Абхазии Даура Кове с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел Сирии Валидом Аль-Муаллемом. Главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили уверенность в необходимости установления и развития взаимоотношений по всем направлениям двустороннего сотрудничества. В ходе поездки в Сирию состоялась встреча делегации Республики Абхазия с председателем Совета министров Сирийской Арабской Республики
республики Имадом Хамисом. От лица руководства Сирии он выразил особую признательность за объективную позицию властей Республики Абхазия в отношении процессов, которые происходят в Сирии. Имад Хамис дал позитивную оценку участию представителей Абхазии в Дамасской международной ярмарке, успешное проведение которой очень важный показатель для всей Сирии. Как было отмечено, сирийское руководство воспринимает Республику Абхазия в качестве дружественного государства и намерено идти по пути установления и развития двусторонних межгосударственных взаимоотношений. При этом власти Сирии выразили заинтересованность в развитии торгово-экономического сотрудничества с Республикой Абхазия. Для этих целей по распоряжению председателя Совета министров Сирии будет сформирована специальная правительственная комиссия, которая совместно с абхазскими коллегами разработает концепцию, направленную на развитие социально-экономических и торговых взаимоотношений с Республикой Абхазия. 20 августа в Народном совете Сирии прошла встреча абхазской делегации с председателем Народного совета Сирии Наджатом Анзуром. В ходе встречи абхазская и сирийская стороны обсудили пути развития и укрепления парламентских связей двух республик по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. С целью интенсификации двустороннего межпарламентского сотрудничества было предложено обменяться визитами парламентских делегаций двух стран. Такой подход, по общему мнению участников встречи, послужит хорошим стимулом для укрепления дружбы и сотрудничества между Абхазией и Сирией. Было также отмечено, что Сирия, так же как и Абхазия, стала заложницей политики двойных стандартов, проводимой Западом. Обе страны испытывают на себе негативное воздействие западной политики, изоляции на международной арене. Чтобы противостоять этим серьезным международным вызовам, необходимо выстраивать общую стратегию, направленную на предотвращение подобных негативных сценариев развития событий. Также в рамках поездки в Министерстве экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики состоялась встреча министров экономики Абхазии Дгура Арзанба и Сирии Мухаммеда Самирхалиля. В ходе встречи министры обсудили перспективы социально-экономического, торгового и финансового сотрудничества между нашими странами. Были проработаны возможности ведения торгово-экономического сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес. Сирийская сторона подчеркнула свою заинтересованность в развитии финансово-экономических и торговых взаимоотношений с Республикой Абхазия. В ходе встречи министры определили ответственных лиц двух сторон, которые будут находиться в постоянном контакте и координировать дальнейшую двустороннюю деятельность по линии профильных министерств. Об усилиях абхазской дипломатии всего руководства Абхазии рассказал в интервью абхазскому телевидению посол по особым поручениям МИД Абхазии Наргицба. Это результат кропотливой работы, командной работы на протяжении долгих 5 лет, когда шаг за шагом по крупицам собиралась дорога, которая нас в итоге привела к сегодняшнему дню. В наших условиях, когда, к сожалению, у нас больше недоброжелателей, чем тех, которые содействуют реализации наших планов, абхазская дипломатия имеет характер той дипломатии, которая любит тишину. И вот хочется действительно очень отчетливо подчеркнуть успех абхазской дипломатии. И это реально заслуга каждого сотрудника Министерства иностранных дел и всех тех, кто был сопричастен с этими процессами. Хочется подчеркнуть и роль вообще сирийской стороны, которая никогда не закрывалась, никогда не закрывала двери перед нами, всегда внимательно относилась к нашим просьбам, инициативам. Это в том числе касается и оказания консульских услуг нашим соотечественникам, которые ввиду внутриполитического кризиса переехали на историческую родину. Хочется подчеркнуть еще и роль общественности, которая действительно в тот сложный для Сирии период, когда это все только набирало обороты, проявила оправданное переживание, трепет и соучастие с теми событиями, которые там происходили. Сирия стала 7-м государством, членом Организации Объединенных Наций, признавшим независимость Республики Абхазия. Каждый такой шаг воспринимался в Абхазии с воодушевлением. Таким образом, признание нашей страны продолжается. Крепнет независимость Абхазии, ради которой сложили свои головы лучшие сыны и дочери Абсны, ради которой жил и боролся наш первый президент Владислав Григорьевич Арзанба. Жители Абхазии и Южной Осетии неоднократно высказывались на референдумах за свою независимость. Так, в октябре 1999 года в Абхазии более 97% проголосовавших высказались в поддержку Конституции, провозглашающей Абхазию суверенным демократическим государством. Затем прошло немало времени. Война и послевоенные непростые годы становления республики. В первой половине августа 2008 года после грузино-юго-осетинского конфликта Южная Осетия и Абхазия обратились к
России с просьбой признать их независимость от Грузии. Обе палаты Федерального собрания Российской Федерации 25 августа 2008 года приняли обращение к президенту России Дмитрию Медведеву с предложением признать независимость Абхазии и Южной Осетии. 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев, учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положением Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии. Россия призывает другие государства последовать ее примеру. Жители Абхазии и Южной Осетии встретили новость о признании России своей независимости всеобщим ликованием. Я от имени моих друзей и прошу от имени всего народа нашей республики хочу от всей души поздравить вас, всех нас, с этим историческим моментом. Спасибо вам огромное! Никарагуа стала первой страной, которая вслед за Россией признала независимость Абхазии. 5 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега издал официальный указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. 10 сентября 2009 года президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. В декабре 2009 года республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с республиками дипломатических отношений. В мае 2011 года независимость Абхазии признала островное государство Вануату. Республика Вануату нас признала. Мы обменялись соглашением об установлении дипотношений. Мы официально установили дипотношения 23 мая на уровне премьер-министров. Сейчас то, что происходит, я читаю в интернете, в основном опровержение этого признания исходит из грузинских источников. И, естественно, вы понимаете, насколько Грузия заинтересована в том, чтобы все это выглядело как можно более комично. С нашей стороны мы считаем, что это обычная рутина, наша работа устанавливать дипотношения с другими странами. В сентябре того же года независимость Южной Осетии и Абхазии признало островное государство Тувалу. Совместные заявления об установлении дипотношений между Абхазией и Тувалу и между Южной Осетией и Тувалу были подписаны в этом же месяце соответственно. На данный момент уже 7 государств признали независимость Абхазии – Россия, Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирийская Арабская Республика, а также государственные образования, частично или полностью не признанные в мире – Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровско-Молдавская Республика. Южная Осетия признала Абхазию, а Абхазия, соответственно, признала Южную Осетию. Рената Шакая, Абхазское телевидение. И сегодняшнее признание независимости Абхазии Сирийской Арабской Республикой с воодушевлением восприняли в нашей стране. Мы, конечно, все ждем, чтобы весь мир признал. Вот так постепенно начинают. Это очень приятное событие, очень приятное сообщение. Дай Бог, чтобы наша республика процветала, еще побольше государств ее признала. Это очень большое для Абхазии, что еще одна республика признала. Нам это очень приятно. Мы только желаем нашей республике, нашей стране, только чтобы было действительно всеобщее признание и чтобы жизнь наладилась. Это здорово, что республику признали. Мы очень любим вашу республику. И чем больше стран признают, тем вы будете, наверное, более процветающие, чтобы сюда приезжали со всех стран,
чтобы все у вас наладилось, чтобы все были счастливы, чтобы детишки бегали. Процветания вам. Я гостья на самом деле. Я рада, конечно, что признали, что вы независимая страна. Удачи. Хотелось бы, чтобы процветало все вокруг, все было красиво. Людей, чтобы больше здесь было у вас. Для Абхазии, знаете, очень большое значение имеет. Это радость, это достижение. То, что признали, это большая на самом деле победа. Когда-то уже должно было случиться. И хочу поздравить всю Абхазию, все население. В честь признания независимости Абхазии со стороны Сирийской Арабской Республики на Сухумской набережной от площади Багапши до драмтеатра состоялось шествие молодежи с флагами. Молодые люди отмечали, что признание суверенитета Абхазии со стороны Сирии – это еще один важный шаг в укреплении международных позиций нашей республики. Это радостный для нас день, и мы добиваемся все равно, наш народ добивается, чтобы нас признавали. Мы даем узнавать о себе, и думаю, что в будущем и все остальные государства признают нас. Это очень важная новость для нас, и мы очень рады безумно тому, что нас признала Сирия. Огромное спасибо, наш братья, наш братский народ. Мы все радуемся, безумно счастливы. И для меня это, честно говоря, было неожиданностью с утра услышать такую приятную новость. Я думаю, что остальные страны последуют поступку, так скажем, Сирии и признают нас также. Сегодня исполнилось 7 лет со дня кончины второго президента Абхазии Сергея Багапша, человека, внесшего неоценимый вклад в дело международного признания абхазского государства. Трагическое стечение обстоятельств оборвало его жизнь, наполненную эпохальными событиями, удачами и потерями, свершениями и победами. Почтить память Сергея Багапши, возложить цветы к его могиле в село Джгярда приехали вице-президент Виталий Габния, руководитель администрации президента Беслан Барцис, депутаты, ветераны и общественность страны. Это был не только президент, он был лидер нации. Это был народный человек. Человек, который понимал, знал чаяние своего народа и всячески старался помочь каждому человеку. Я думаю, что именно народ Абхазии никогда не забудет, потому что он оставил столько добра для нашего народа и для будущего его народа Абхазии. К другим темам. Сегодня состоялась первая знакомительная встреча спикера парламента Абхазии Валерия Кварча и чрезвычайного полномочного посла России в Абхазии Алексея Двинянина. Он поблагодарил граждан Абхазии за добрые отношения. Первый месяц своего пребывания в Абхазии российский посол посвятит ознакомительным визитам. В свою очередь спикер парламента выразил надежду, что Алексей Двинянин продолжит деятельность своего предшественника на развитие взаимоотношений двух государств. Григорьев заложил очень добрую, очень фундаментальную основу для того, чтобы дипломатические наши отношения развивались в нужном направлении. И определенный опыт, я думаю, будет использован и вами, и будущими послами Российской Федерации. Я думаю, что этот опыт вы приумножите. Я абсолютно разделяю мнение, что он сделал огромное дело, заложив такую мощную основу, фундамент для нашего расширения, укрепления и развития двусторонних отношений между вашей республикой и Россией. Я, конечно, так сказать, приложу все усилия, чтобы продолжать тот курс, который был заложен. В любом случае, вы знаете, что у нас послы Российской Федерации назначаются президентом Российской Федерации. Мы проводим линию президента Российской Федерации. Его линия открыта. Это дальнейшее укрепление независимости республики, развитие наших дружественных братских отношений и укрепление сотрудничества во всех сферах, от военно-политической до гуманитарной. Поэтому мы рассчитываем, что вы, как председатель Народного собрания парламента Республики Абхазия, все депутаты, естественно, с нашей стороны и Совет Федерации, и Государственная Дума Федерального собрания тоже все выступают за развитие отношений с братской республикой. В Центральном выставочном зале столицы открылась выставка под символичным и философским названием «Сквозь время». На ней представлены работы 3 известных художников из Кабардино-Балкарии.
На выставке представлены работы художницы, мастера декоративно-прикладного искусства, дизайнера Миланы Халиловой, созданные в традиционной технике войлока. Привычное для адыгов и других кавказских народов ремесло валяние шерсти в творчестве художника не концепт, существующий строго в рамках национальной культуры, а средство проявления идей, образов и символов. Войлок в данном случае это не более чем холст, говорит художник. Была интересная идея сочетание 3 разных материалов – шерсть, рогоз и скульптура. Здесь мы представили и традиционные работы, и уже современные, и получилось удачно. Художник, мастер декоративно-прикладного искусства Руслан Мазло с 2012 года создает традиционные адыгские узорные циновки из рогоза, возрождая и сохраняя все старинные традиции. Я работаю в разных направлениях. Что касается тех работ, которые я здесь представил, это чисто классические циновки, которые у нас раньше наши предки делали, и более современные работы, которые больше относятся к искусству. Но эти работы в основном интерьерные. Руслан Хазаплежев – художник, скульптор и керамист, член Союза художников России. Он виртуозно владеет техникой мелкого скульптурного рельефа. Его работы обладают четким пластически выразительным силуэтом. Изысканные, тщательно подобранные детали серебряных и медных панно не теряют при этом монументально-декоративного характера. Художник умеет найти в рамках традиционных приемов лепки возможность фантазировать, создавать каждый раз нечто новое, неожиданное, оригинальное. Используя археологические материалы, художественные артефакты прошлых веков, создать что-то свое, современное. Вот задача, которую ставит перед собой Руслан Хазаплежев. У меня все-таки есть какой-то посыл, желание узнать и вернуться к каким-то мыслям, какое мировоззрение было у наших народов, чем мы жили, какими ценностями, какие взаимоотношения были, допустим, у человека с природой, с Богом. И это все в нашей древней археологии присутствует. Мне кажется, мы излишне мало уделяем этому внимания. Вот какой-то посыл у меня такой был. Экспозиция, где сочетаются традиционные старые ремесла, навыки, творческое мировоззрение, индивидуальность художника, будет интересна в любой галерее мира, отметила министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия. Вы видите здесь и какие-то орнаментальные решения, цветы, и вот какое-то внутреннее мироощущение культуры, оно передается в таких вот интересных работах и в скульптуре, в декоративных панно, и в войлоке. Искусство бессмертно. Именно поэтому название выставки работ художников из Кабардино-Балкарии сквозь время полностью себя оправдывает. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, возможна гроза. Днем погода прояснится. Температура воздуха ночью 16-21, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 21 градус. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.